С 1 апреля вступил в силу приказ МВД России, согласно которому в водительских удостоверениях появились новые категории, подкатегории и отметки. К уже существующим добавились 4 категории. Помимо категории А, теперь есть категория А1. Она дает право на управление маломощными мотоциклами. Новая категория Б1 никакого отношения к легковым автомобилям не имеет. Потребуется она для вождения квадроциклов и трициклов с автомобильными органами управления. Для всех остальных мотоциклов по-прежнему действует категория А. С категорией С1 можно будет управлять грузовыми автомобилями, чья максимальная масса превышает 3,5 тонны, но менее 7,5 тонн. В эту категорию попадают небольшие грузовые автомобили, не предназначенные для перевоза больших весов. Для вождения самосвалов и фур подойдет только категория С. Подкатегория С1Е разрешает управление автомобилем категории С1 с прицепом. Похожие ограничения касаются и категории D1. Эта категория разрешает вождение автомобилей с числом посадочных мест от 9 до 15. В эту категорию попадают привычные нам «Газели» и другие микроавтобусы. Для вождения этих автомобилей с прицепом нужно будет открывать категорию D1E. Ну а если вы собираетесь водить рейсовые автобусы, то открывайте старую добрую категорию D. В связи с новым образцом водительского удостоверения менять старые права на новые не нужно. Старые документы будут действовать до истечения указанного срока. На данный момент автошколы Северной Осетии не готовы осуществить переход на новую систему обучения, которая вытекает из расширенного списка категорий. Из-за отсутствия разработанных и утвержденных программ Минтрансом и Минобрнауки совместно, согласованных с ГИБДД, вот из-за отсутствия таких программ нет необходимости пока вот обучать на эти подкатегории. Как только они ведутся, соответственно, возникнет требование. Особое внимание стоит обратить на новую категорию М. Введена она для управления мопедами и скутерами. Раньше водить эти транспортные средства можно было без какого-либо разрешения и даже без ограничения по возрасту. Теперь водителю мопеда должно быть не меньше 16 лет. При этом в ближайшее время владельцы скутеров не смогут получить права, поскольку соответствующая программа подготовки еще не реализована. До вступления в силу этой программы сотрудникам ГИБДД дано указание не штрафовать водителей этой категории, и они пока могут продолжать ездить без прав. Вместе с этим мопедам запретили занимать левые и средние полосы дорог, а инспекторы ДПС получили право проверять их водителей на наличие алкоголя в крови. Важное напоминание: основная категория прав с определенной буквой автоматически покрывает все входящие в нее подкатегории, а также дает право на управление скутерами. Ну и еще примечательное изменение не столько в самих правах, сколько в системе подготовки будущих водителей. Отныне закон разрешает сдачу экзаменов на автомобилях с автоматической коробкой передач. В таком случае в водительском удостоверении будет ставиться ограничение АТ. Если в будущем такой водитель захочет пересесть на механику, ему необходимо будет пересдать практический экзамен на автомобиле с ручной коробкой. Иначе водитель автомата будет привлечен к административной ответственности, как не имеющий права управлять автомобилем. Долгое время подобная схема практиковалась в западных странах, заставляя нас порой ухмыляться над неумением иностранцев управлять обычным автомобилем. Однако тенденции развития мирового автомобилестроения таковы, что автоматы понемногу вытесняют механику. Мнения простых водителей относительно данного нововведения сильно различаются. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сейчас будут сдавать по разным категориям: коробка-автомат и механика-коробка? Ну, в принципе, какая разница? Ну, для придурков надо какие-то прославления делать. Ну, нормальный человек, сперва научится на механике, на автомате всегда. Там как-то свой выбор. Да, не очень, по-моему, не стоит. Для женщин, да, кто для новичков должны ходить. Люди должны знать все, что он чем лучше знает, тем лучше дороги понимает. Я считаю, что это правильно. Ожидается, что категории автомобилей с автоматом будут пользоваться большим успехом среди водителей слабого пола. Управлять таким автомобилем намного проще, чего скрывать. Педали 2, удобная коробка передач. Все так, однако удовольствия от вождения будет немного меньше. Артем Балатаев, Тимур Мазаев, Осетия ТВ.